В Башкортостане каждый год число пациентов с сахарным диабетом увеличивается на 10-12 тысяч человек. Причем специалисты глюкозозависимость сравнивают с алко- и наркозависимостью. Вот как ее перебороть, обсудим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Алия Насырдинова, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, заведующий Республиканским эндокринологическим центром РКБ имени Куватова. Алия Данисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Но не просто так мы с вами встречаемся именно в ноябре, в середине ноября, потому что это Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. И вот такую неутешительную статистику вы мне рассказали до эфира, что за последние 5 лет у нас в республике число пациентов с сахарным диабетом увеличилось примерно на 30%. Все верно? Все верно, абсолютно верно. Среднее количество пациентов с сахарным диабетом у нас составляет в республике 152 тысячи пациентов. Это примерно 4% от всего населения Республики Башкортостан. И 92% это из всех пациентов с сахарным диабетом, это люди с сахарным диабетом второго типа. И это не только наблюдается в Республике Башкортостан, это по всему миру. И сахарный диабет, он сейчас приобрел пандемию. То есть это именно общемировая тенденция. То есть во всем мире количество пациентов с сахарным диабетом неумолимо растет. И вы правильно сказали, что за последние 5 лет у нас на треть увеличилось количество пациентов с диабетом. Примерно на 50 тысяч пациентов. Вот в чем причина? Почему такой колоссальный рост? Ну, хотелось бы сначала сказать кратко про типы диабета. Есть первый тип диабета. Его примерно у нас 1700 пациентов. Это 8% от общего количества. И первый тип – это абсолютная недостаточность инсулина. То есть поджелудочная железа перестала вырабатывать инсулин в ряде некоторых таких вот факторов, воздействующих на нее. И здесь единственное лечение – это инсулин. Как-то повлиять на первый тип диабета мы не можем, к сожалению. Здесь это наследственность, образ жизни, сопутствующие заболевания влияют. Но вот второй тип, который составляет 92% населения и общее количество пациентов с диабетом, здесь мы можем повлиять. Здесь основные факторы – это образ жизни и питание. Два важных фактора, которые за собой влекут изменение нашего питания, которое влечет изменение массы тела, избыточную массу тела и так далее. То есть на сахарный диабет мы можем повлиять и можем воздействовать меры профилактики. Вот расскажите-ка, как отрегулировать питание? Означает ли, вот сейчас очень много говорят о том, что не нужно употреблять глютен, лактозная непереносимость появилась. Вот это как-то соприкасается с сахарным диабетом, и как нужно, вот, принципы питания для того, чтобы избежать этой сладкой проблемы? Сладкой в кавычках. Сахарный диабет, вот есть отдельные заболевания питания, это лактозная непереносимость, это отдельные, и много таких моментов. Но сахарный диабет, здесь основной нюанс – это ограничить легкие углеводы. Легкие углеводы, простыми словами сказать, это все, что сладкое и все мучное. Все, что содержит муку, все, что содержит сахар, все, что на вкус сладкий, даже те же самые соки, те же самые йогурты. Если они сладкие, они содержат сахар, и они способствуют повышению сахара. Соответственно, какая же диета при профилактике сахарного диабета? Ограничение легких углеводов. Наша пища, наш основной рацион на 50% должен состоять из сложных углеводов. Это овощи, овощи термической обработки, свежие овощи, то есть любые виды овощей. Четверть – это белки, и только четверть могут составлять углеводы, которые я перечислила выше, легкие углеводы. Но, Алия Данисовна, сейчас очень многие говорят, если мука, то рисовая или какая-то ржаная, допустим, льняная, это спасет ситуацию, если вот употреблять в разумных количествах булочки условно из этой муки? Чем выше качество муки, тем больше она поднимает сахар. Вот такой вот секрет. У муки, у любого мучного продукта, у любого продукта есть гликемический индекс. Как раз гликемический индекс нам и показывает, насколько быстро и насколько высоко этот продукт поднимает сахар. Если, допустим, даже взять кусочек сахара будет абсолютно высокий гликемический индекс, то взять, допустим, булочку из
муки высшего помола, высшего качества, он будет, конечно же, тоже высоким, но ниже, чем уровень сахара. А если мы возьмем продукцию из грубого помола муки, или вот льняная, гречневая мука, то там этот гликемический индекс, он будет гораздо ниже. Он будет повышать сахар, но это будет гораздо медленнее и не так высоко, как, допустим, при высококачественной муке, либо если съесть непосредственно сахар или что-то сладкое. А если вот говорить о том, что сейчас очень много на прилавках есть йогурты без сахара, конфеты без сахара, это маркетинговый ход или это действительно вот то, что можно употреблять в пищу и можно верить? Это мы, как говорится, обсуждаем целый раздел школы диабета. Она сейчас, школа диабета, она в каждой амбулатории, в каждой поликлинике, в каждой медицинской организации проводится, и любой врач может вам, пациентам с сахарным диабетом, объяснить, что любой продукт, любой абсолютно продукт у нас содержит углеводы. У нас даже белковый, допустим, мясо или сыр, он содержит углеводы, но там его гораздо ниже. Если человек съест мясо, там поступит определенное количество углеводов, но его будет настолько мало, что на уровень сахара он не повлияет. А если же мы опять скажем, что пациент будет или человек будет кушать пищу богатую, легко углеводистой компонентам, то, конечно, здесь будет большое количество сахаров, и, конечно же, это будет способствовать развитию диабета в последующем. И, как вы уже сказали, что вот эти продукты, практически все продукты, если мы обратим внимание, там есть маркировка, то есть там есть указание количества углеводов в продукте. И мы можем увидеть, если, допустим, на 100 грамм единиц, там содержание углеводов 6 грамм, это полхлебной единицы. Это недостаточно, это невысокое содержание углеводов. А есть продукты, допустим, возьмем упаковку конфет, где на 100 грамм углеводов будет 99 грамм углеводов. Конечно же, этот продукт очень сильно, резко поднимет уровень сахара. Лишаете смысла жизни? Это, наверное, больше мы берем осознанность, как говорится, осознанность приходит в нашу жизнь за то питание, которое мы сами, во-первых, кушаем, и, во-вторых, то питание, которое мы даем своим детям, своим близким, своей семье. Мы с вами говорили о том, что еще до эфира, о том, что глюкозозависимость сравнимо с алко- и наркозависимостью. Вот вы вот так вот сказали, это на самом деле страшные слова. Мы как-то привыкли жалеть всех остальных, да, а вот о том, что у нас может быть вот такое вот у самих зависимость, мы как-то не особо верим этому. Уже это общемировое такое вот суждение. Большинство психологов говорят о том, что глюкозозависимость есть. И эндокринологи, научные исследования это доказали. Когда человек кушает высокоуглеводистую пищу, поджелудочная железа начинает усиленно вырабатывать инсулин, чтобы вот эту пищу переварить. И получается такая привычка – вырабатывать много инсулина. Когда инсулина много, пища переваривается быстро, глюкоза быстро утилизируется, соответственно, резко снижается уровень глюкозы, и наш центр голода нам подает сигнал о том, что нам нужна глюкоза, нам нужно поднять уровень глюкозы. И таким образом у нас формируется замкнутый круг. Человек, допустим, съел тот же самый фастфуд, который имеет высокий гликемический индекс, съел гамбургер, с пышной из белой муки булочкой. На него выработалось достаточно большое количество инсулина. Эта булочка быстренько утилизировалась, а количество инсулина продолжает работать. И уже через 1,5-2 часа нам головной мозг говорит: иди покушай еще, прими еще глюкозы. И таким образом человек ощущает чувство голода. И, конечно же, самое легко доступное у нас сейчас – это легкие углеводы, те же самые перекусы, те же самые фастфуды. И поэтому можно сказать, что это зависимость. Но эту зависимость можно перебороть, можно и нужно. Эту зависимость можно перебороть, опять же, путем питания. Это, как я выше сказала, что у нас должна половина рациона составлять сложные углеводы. И эту зависимость можно перебороть систематическим вот этим правильным питанием. То есть мы не даем максимальному выбросу инсулина. Наш выброс инсулина в нашем организме на определенном постоянном уровне. И вот большинство психологов говорят о том, что вот эта глюкозозависимость, она снимается, она купируется на протяжении полугода соблюдения этой диеты. Да. Почему полгода? Во-первых, у нас формируется
привычка питания. То есть наш организм, он потихонечку, во-первых, привыкает так кушать, а во-вторых, адаптируется так кушать. И уже у нас идет сниженное количество секреции инсулина, нет таких бешеных выбросов инсулина, и уже нету такой тяги к глюкозе, нету такой тяги к булочкам, к сладкому, которую вот очень часто отмечают наши пациенты. Алия Данисовна, и вот все-таки случилось, что сахарный диабет, поставили уже диагноз. Какие есть обязательные процедуры, которые нужно проходить? Кроме того, что следить за уровнем сахара, допустим, инсулин или таблетки употреблять, что еще нужно знать человеку, который страдает диабетом? Пациенты с сахарным диабетом обязательно должны проходить диспансерное наблюдение, так сказать, такой чек-ап. Это ежегодное исследование крови, биохимическое исследование крови на функцию почек, печени, на общий состав крови. Обязательное исследование мочи, на содержание сахара в моче, на содержание в случае, если возникает ацетон, надо исключить обязательно. Также по биохимии мы смотрим функцию почек, не возникают ли осложнения со стороны почек. Обязательно ежеквартально, то есть раз в 3 месяца, контроль уровня гликированного гемоглобина. То есть гликированный гемоглобин нам позволит судить о более стойкой компенсации. Если уровень глюкозы из пальчика, который мы берем, он на данную секунду нашего времени, то есть вот на данную секунду такой вот уровень. Через пару минут, через несколько дней уровень глюкозы будет другой. А гликированный нам позволяет говорить именно о стойкой компенсации диабета. И поэтому пациентам с сахарным диабетом мы говорим, что ежеквартально должен быть исследование гликированный. Также пациентам обязательно один раз в год проходить УЗИ органов брюшной полости и почек и обследование у окулиста на расширенный зрачок. То есть нам важно у пациента с сахарным диабетом определять не остроту зрения, которая нам обычно привычна, а именно осмотр глазного дна на расширенный зрачок. То есть именно благодаря этому осмотру мы можем судить о том, есть микрососудистые осложнения или их нет. Алия Данисовна, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, что от нашего питания зависит, по сути, наше здоровье. Мы, конечно, все это понимаем, но когда нам еще раз говорят о том, что мучное и сладкое это все-таки вредно, и это вредно не потому, что ты становишься немного теряешь форму, но это влияет именно на твой уровень сахара, инсулинозависимости и так далее. Наверное, вот такие слова нужно услышать. Я надеюсь, что у вас будет немного, вообще не будет пациентов с диабетом. Все наши зрители будут все-таки соблюдать принципы здорового питания. Спасибо огромное, что еще раз напомнили нам об этом. Спасибо. Это была программа интервью, и сегодня у нас в гостях была Алия Насырдинова, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.